Это программа «Личное дело» с Тимуром Варки на телеканале СТВ Сафо. Здравствуйте. Ему было всего 34 года. Все, кто знал его, отзываются о нем исключительно положительно. Это был один из лучших молодых людей, образованный, с широким кругозором, добрый и отзывчивый. У него были мечты, у него была надежда. Он сам был воплощением этой надежды на жизнь, на лучшую жизнь, которую вложили в него его родители. Умет с таджикского переводится как «надежда». Теперь его нет. Нет его надежды. Нет надежды и у его родителей. Нет надежды у супруги и детей на то, что Умиджон Тоджиев, что дословно переводится с таджикского как «надежда таджиков», переступит порог своего и родительского дома. Обнимет жену и детей, поведет детей в школу, будет заступником и советчиком для них, подставит плечо старым безутешным теперь родителям. Нет надежды, что он благополучно вернется домой, откуда его однажды увезли милиционеры 3 месяца назад. Такой надежды больше нет. Надежды, что в милиции разберутся в его невиновности и извинятся, также больше нет. Надежды, что он поправится после пыток с применением тока в ВВД города Исфара, больше нет. Надежды, что он поднимется на свои ноги после побоев и увечий, которые ему нанесли люди в погонах, которые получают зарплату от таких, как Умиджон, для того, чтобы охранять его надежду и надежду его семьи на справедливость и на безопасность, на счастье. Такой надежды больше нет. Он выпрыгнул в окно из кабинета на 3-м этаже ВВД на 2-й день пыток. Он переломал себе конечности и ребра. Он успел сказать адвокату, что его пытали. С октября по январь, 3 месяца, несмотря на увечья и несмотря на мольбы престарелой матери, несмотря на требования адвокатов, покалеченного узника отказывались перевести в больницу. 19 января он скончался. Адвокаты не знают, от чего именно. Следствие и руководство ОВД Исфары тоже молчит и не указывает причину наступления смерти. Милиционеры утверждают, что он сам выпрыгнул из окна 3-го этажа. По собственной, мол, воле. Многие ли из них готовы вот так просто, без причины, выпрыгнуть с 3-го этажа? Прыгают ли с 3-го этажа милиции люди от радости или от безделия? Почему никто не задается этим вопросом и не отвечает на него? Не может взрослый человек, отец 4 детей, просто так взять и пойти на такой отчаянный шаг. Разве это не шаг отчаяния? Разве милиция и прокуратура в правовом демократическом государстве, согласно Конституции Таджикистана, на которой недавно в очередной раз поклялся президент, не обязаны установить причину и обстоятельства такого прыжка отчаяния? Не нужно быть правоведом, чтобы предположить, что это не что иное, как доведение человека до самоубийства. Теми, кто поставлен охранять закон, а не попирать его своими сапогами. Почему нет иска? Почему нет служебного расследования? Куда смотрят руководство МВД и Генеральной прокуратуры? Где их принципиальность и верность присяге? Где их верность закону и справедливости? Где их верность своему народу? Готовность рисковать своими жизнями для безопасности сограждан? Почему в который уже раз, когда бесчинствуют беспредельщики в погонах в отношении сограждан, молчит гарант Конституции? Очень много вопросов, на которые сегодня нет ответов. Сегодня не важно, каких убеждений придерживался Умиджон Тоджиев. Он был верующим человеком, знающим, что самоубийство – это грех. И, вероятно, он надеялся бежать от пыток. Или просто отчаялся и потерял надежду на справедливость и гуманность, на человеческое отношение к себе со стороны людей в форме. Умиджон Тоджиев был активистом парламентской легальной партии исламского возрождения. Однако милиционеры пытались его обвинить в сотрудничестве с запрещенным исламским движением Узбекистана. Но если бы у следствия были улики антиправительственной деятельности в отношении Умиджона, то издеваться над человеком не было бы никакой необходимости. Однако то, что его пытали, свидетельствует о том, что милиция добивалась самооговора
или ложных обвинительных показаний против других людей под воздействием пыток. Руководство партии Исламского Возрождения расценило гибель Умеджона Тоджиева как, цитата, «безответственность и халатность, далекие от морали и гуманности сотрудников правоохранительных органов». Конец цитаты. Но это как минимум, ведь по сути это преступление. Преступление против человечности, преступление против совести и свободы совести по Конституции. Это преступление против закона и справедливости, преступление против надежды на лучшую и светлую и справедливую жизнь в Таджикистане. Это преступление против власти и против доверия к власти. Это подрыв авторитета власти и доверия к власти, удар по доверию граждан к власти и ее способности следовать закону и стремлению власти к построению справедливого общества. Так убивают надежды общества на лучшую жизнь, на власть и на будущее с такой властью. У Умеджона остались старые родители, остались сиротами 4 детей и вдовой больная жена. Никакая материальная компенсация не сможет им возместить потерю растоптанной надежды на справедливость в этой стране. Сегодня, при нынешнем положении дел, когда любой может оказаться на месте Умеджона. Впрочем, о материальной компенсации и наказании виновных, судя по всему, речи сегодня также не идет. Это была программа «Личное дело» с Тимуром Варки на телеканале СТВ Сафо. До свидания.